Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Сегодня первый официальный день чемпионата WorldSkills, который дал старт не только соревновательной, но и обширной, очень насыщенной деловой программе. Как видите, в этом конференц-зале просто яблоку негде упасть. Там нет свободных мест, да и тема этого заседания звучит, если не пугающе, то интригующе точно, прямо как название из любого фильма про апокалипсис. Наш мир в опасности. Кому и что угрожает, вместе с мировыми экспертами обсуждают Рустам Минниханов и Татьяна Голикова. Как заявила вице-премьер, сегодня, согласно исследованиям, квалификация 23% специалистов не соответствует занимаемой должности. Это угроза не только для работодателей, но и для промышленности. И нам сейчас чрезвычайно важно преодолеть эту тенденцию и сделать возможным, чтобы весь трудовой потенциал на протяжении всей жизни у человека был востребован. В Татарстане профессиональная молодежь идет в ногу со временем. Об этом говорит Рустам Минниханов. Чемпионат WorldSkills, по словам президента, дал республике сильный толчок. Большое внимание мы уделяем профориентации. Совместно с бизнес-сообществом создано и успешно развивается 37 современных ресурсных центров. Мы стремимся максимально использовать лучшие мировые методики, технологии и стандарты подготовки рабочих кадров WorldSkills. Каждый рынок различный, каждая страна различная. И в конечном итоге будущее будет принадлежать тем, кто сможет объединить вот это вместе, коммерческую сторону соблюдать и своевременно реагировать на требования. И мы видим, что молодежь сегодняшнего дня, она гораздо более мобильна, чем то, что было раньше. Мотивировать сотрудников на саморазвитие и сделать рынок труда доступным для всех – это лишь малая часть того, что в ближайшие годы предстоит сделать правительству России. Уже в 2023 году по всей стране начнут работать центры повышения квалификации. Длительность программ, она составит не более 6 месяцев. И это позволит, как нам кажется, сформировать кадровый потенциал, который как раз и будет востребован на рынке труда. Тем временем в зале внимательно слушают мировых спикеров не только журналисты, здесь сами работодатели. Очень полезная информация. Оказывается, во многих странах проблемы рынка труда похожи. Можно решать их вместе и адаптировать под свои страны. Очень интересно послушать на самом деле опыт западных коллег, их экспертное мнение на сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, что вообще происходит, да, и куда мы двигаемся дальше. Сегодня Татьяна Голикова отметила важную роль, которую играет паспорт WorldSkills в развитии рынка труда. По ее словам, он станет главным гарантом равных возможностей. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ Казань.